Второй тур Всероссийского фестиваля интеллектуальных игр начинается с основной дисциплины «Что, где, когда». 12 вопросов на обсуждение. Каждого дается по 1 минутке. Ранее они нигде не звучали и были написаны специально для этого турнира. Самые разные темы – география, история, физика и не только. Каждый правильный ответ – возможность оторваться от команды соперника. Назовите это произведение. Здесь важно записывать вопрос полностью, от этого многое зависит, и обсуждение будет куда проще. Это отлично, это начало турнира, как сказал Арсенал. Такой турнир позволяет участникам не только помериться знаниями, но и насладиться увлекательной игрой, изучить новые факты и расширить свой кругозор. Главная цель – это развитие творческого мышления. Это видно и по названиям некоторых команд. У нас в Ставрополе есть интеллектуальный клуб, где мы все играем. Эти игры проходят по понедельникам, поэтому у нас так и называется команда «Понедельник». Но так как в этом году приехали аж 2 команды, вот во второй команде выбрали название «Следующий понедельник». Если в прошлом году в фестивале от нашего региона играли 4 команды, то в этом их больше – 6. Ребята готовились на протяжении года и теперь готовы показать свои знания. Вопросы легкие, и поскольку они легкие, мы начинаем, не может же быть так просто, и перекручиваем версии, пишем не то, как правило. А так в целом все окей, здорово, мне нравится. Какие результаты после первого тура? Мы взяли 7 из 12. И такие результаты здесь вовсе неплохи, учитывая уровень сложности. 24 вопроса, и вот пора подводить первые промежуточные итоги и выявить потенциальных победителей. Амиран Дзуков уже давно принимает участие в интеллектуальных играх, но на Ингушском фестивале впервые и уже успел полюбить его насыщенную программу, интересные вопросы и, конечно же, дружескую атмосферу. Мы очень рады, что мы здесь, что можем представить свою республику, расширять географию вообще участников, посетить эти крутые места. На самом деле сейчас за кадром, наверное, не увидит наш зритель, но нереально крутые места, тем более Северный Кавказ, место силы в целом. Мы пока ехали, вообще впечатлялись нереально. Вроде те же горы, но по-своему красивые, но энергетика нереальная, организация очень крутая. Вопрос, конечно, всегда, да, можно до чего-то докопаться, как говорится, но в остальном большое спасибо за приглашение. Мы очень рады, что мы здесь находимся. Галагай Мох очень тепло приветствовал, очень круто нас встретил, поэтому это очень крутое событие, как завершение этого безудержно замечательного лета на самом деле. Мероприятие реализовывается в рамках федерального проекта образования программы «Регион для молодых». Организатор мероприятия – Министерство молодежной политики и туризма, а также Дом молодежных организаций. Автором вопросов 2 туров основной дисциплины является Евгений Половой. Довольно напряженная борьба за 2-е, 3-е место. По первому месту пока уже лидер определился, но, возможно, его дальше еще догонят, потому что впереди еще 4 тура и вполне можно догнать. Фестиваль позволит расширить возможности коммуникации внутри сообщества одаренной творческой и научной молодежи страны. Участники признаются, гора от ума – это не просто интеллектуальные баталии. Я бы сказала, что у нас вообще образовалось такое очень насыщенное комьюнити людей, которые любят интеллектуальные игры и любят «Что, где, когда», потому что сегодня «Что, где, когда» в Ингушетии – это не просто друзья, это целое поколение семей, которые любят и играют в «Что, где, когда». Например, у нас есть несколько пар сестер, несколько пар братьев. Фестиваль направлен на поддержку, развитие и популяризацию интеллектуального творчества среди молодежи республики, а также всего Северного Кавказа и части субъектов Российской Федерации. Общий призовой фонд, выделенный спонсором, 145 тысяч рублей. Такой всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Гора от ума». Много гор и ничуть не меньше ума. За 3 дня в игровых баталиях здесь выявят лучших. Победители получат денежное вознаграждение. Ну а все участники – море знакомств, эмоций и колоссальный опыт. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.